Здравствуйте, время новостей. В студии Луиза Хатыева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Итак, коротко к этому часу. Выделение земельных участков и переаттестация школьных директоров. В министерстве изменены правила, представляемые к директорам школ и, надеюсь, в дальнейшем к руководителям районных образований. В правительстве рассмотрели 26 проектов постановлений. А нас с вами в проекте «Это Кавказ». Нам кажется важным рассказать о том опыте, который накоплен здесь в республике в этом вопросе, в работе с молодежью. Руководство информагентства ТАСС на пресс-конференции в Грозном. Спеть песню о маме и проснуться знаменитым. 13-летний мальчик стал любимцем пользователей сети. Чечня вошла в число лидеров в рейтинге информационной активности культурной жизни России. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил Рамзан Кадыров. 4-е место еще раз доказывает правильность курса первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, отметил глава региона. Он напомнил, что в республике сегодня проходят всероссийские и международные выставки, концерты, спектакли, фестивали. Успешно работают сотни учреждений культуры. Открыты новые театры и клубы, в которых выступают профессиональные и самодеятельные артисты. На очередном заседании правительства под председательством Абубакара Эдельгириева рассмотрели и приняли 26 проектов постановлений. В частности, в ходе заседания был утвержден порядок регистрации решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость к педагогической и предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления. Среди прочих одобренных проектов постановлений документ, разрешающий выделение земельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров для строительства птицефабрики в Курчилоевском районе. Здесь также говорили о проходившем в регионе тестировании директоров общеобразовательных школ, от результатов которого будет зависеть, сохранят они за собой должность или нет. У нас в министерстве изменены правила, представляемые к директорам школ и, надеюсь, в дальнейшем к руководителям районных образований будет. Сейчас там идут аттестационные комиссии, идут тестирования. Уже ко мне звонят. Я вас предупреждаю всех, оставьте это все в покое и своим передайте родственники, если к вам будут обращаться. Это стандартная процедура, которая от нас не зависит. Это как мы сделали, чтобы наша образовательная система была прозрачная, качественная, грамотная. Сейчас там идут тестирования. Мы на эти тесты влиять, альхамдулилля, не можем, потому что это компьютер будет выдавать вопросы. Поэтому никуда не звоните, и Байханову не звоните, и мне не звоните. Оставьте этот процесс, как он должен быть проходить. Сейчас идут аттестации директоров школ. Либо эти имеющие директора должны дальше учиться и соответствовать своим требованиям, которые им представляют, либо мы будем искать других, может быть, даже за границей. Но нам нужно качественное образование. Как донести объективную информацию до читателей и зрителей? Об этом мы говорили на пресс-конференции с участием заместителя гендиректора информагентства ТАСС Андрея Соколова. Гость рассказал о работе информационного проекта «Это Кавказ». По его словам, ежедневно сотрудники обрабатывают от 800 до 1500 сообщений. Главная задача проекта – рассказать широкой массе о том, что происходит на самом деле на Кавказе. Делиться с читателями интересными новостями и позитивными изменениями. В беседе с чеченскими коллегами представитель старейшего информагентства страны обсудил вопросы сотрудничества. Мы пока задумываем проект, посвященный противодействию терроризму, экстремизму. И здесь нам кажется важным рассказать о том опыте, который накоплен здесь в республике в этом вопросе, в работе с молодежью и, в принципе, в разъяснении той пагубной тенденции, которая, к сожалению, доминирует сейчас в целом ряде республик Северного Кавказа и в других наших регионах. И, в общем, здесь, я думаю, что коллегам из Чеченской Республики есть чем поделиться со всей остальной Российской Федерацией.
Напомню, заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов прибыл в республику в начале недели. Последний раз он посетил регион 15 лет назад. Гость рассказал, насколько он впечатлен произошедшими изменениями. Министр внутренних дел подвел итоги оперативно-служебной деятельности Курчилоевского отдела полиции за январь текущего года. Руслан Алханов поблагодарил руководство отдела за достойное несение службы. Он также отметил особые успехи сотрудников районного отдела полиции по профилактике ДТП. С начала года здесь не было совершено ни одной аварии. То, что в Курчилоевском районе, а также в других районах были очищены бандиты, это благодаря полученной информации от населения. Потому что население – это наша поддержка, это наши с вами родственники, которые не хотят больше того, что было в республике. Хаос, бандит, беспредел. Благодаря, в первую очередь, первому президенту Чеченской республики, герою Российской Федерации Ахмаду Абдулхамидовичу Кадырову, ценой своей жизни он добился мира и благополучия на нашей земле. Мы не имеем права допустить, чтобы эти отморозки опять подняли голову. Не имеем права. И не допустим. Где дочь бьешь, мы не имеем права допустить, чтобы они где-то совершили противоправные действия в отношении гражданского населения, в отношении сотрудников полиции. Мы должны работать на опережение. На опережение. Вот Бог бобец, начиная от участкового уполномоченного полиции, криминального блока, да и все полицейские, не ждать, что информацию получите от оперуполномоченного уголовного розыска, от участкового. А каждый полицейский, это его святая обязанность. Усилить Далее Руслан Алханов проверил готовность группы быстрого реагирования, их экипировку и оружие. В Цуцуюрте Руслан Алханов встретился с личным составом воссозданного недавно территориального пункта полиции. Министр ознакомился с условиями пребывания прикомандированных сотрудников полиции, их технической оснащенностью, поинтересовался условиями несения службы, а также состоянием боевой готовности. حجوخ اليشات بيوتهم دي حجوخ اليشات شيخان جاتني يرال نخداو بلش ببيش نيستلا دار مولح او ريونير وديح على باتش هوريونير دار غاز طوبلش وغلوا ريونير بريستال برلمان ريونير دقوا بقي عيد لعبوا ناخو ريونير بو ريون بريمير خليشو ريسبوبليكا كونديلا باش بو بيش تنتيح действительно района ومستري وعشبة جوار جو حوش خليشن района حاجو وغبيشت حاجو أور خليش ياتشن. Больше 3 миллионов доз вакцины выделено для владельцев хозяйств республики. Ветеринарные службы начали прививать крупный рогатый скот заблаговременно, потому что с началом весны риск заражения становится выше. Как специалисты ветнадзора проводят вакцинацию, расскажет Луиза Баснукаева. Все. 5 коров в хозяйстве, и каждую надо привить от нодулярного дерматита. У Циева Кока ведет хозяйство уже 20 лет, но о такой болезни у животных узнала недавно. Теперь регулярно обращается к ветеринарам. В прошлом году, когда эпидемия вот эта дерматита была, ветеринарный врач, прежде чем прийти посмотреть скотину, сперва предупреждал, а потом это сам приходил. И весь, пока у меня скотина не вылечится, Этому вирусу всего 30 лет. Весной животные особенно подвержены этому заболеванию. Поэтому в республике уже началась вакцинация рогатого скота. После проверяют повторно и при необходимости делают укол через 30 дней. В каждом районе есть свои ветеринарные клиники, куда владелец подсобного хозяйства и может обратиться. Или, напротив, вызвать ветеринара на дом. Оплата за лекарства не взимается. Вакцины в республике достаточно. У нас обязательная вакцинация в феврале уже мы начали. Это по нодулярному дерматиту. У нас вакцина уже есть в наличии. В прошлом году получили 3 500 000 доз. Я думаю, в этом году уже нодулярный дерматит будет не в таком страшном и таком количественном образе. Тяжелый год будет. Я думаю, что с этим мы справимся.
Также ведется профилактика еще 2 болезней. Это чума овец и другого мелкого рогатого скота. На коже у животного появляются пузыри, как и в случае с нодулярным дерматитом. И птичий грипп, от которого птицы умирают на 2-й же день. Если от нодулярного дерматита ставятся прививки, то в последних 2 случаях ужесточается контроль на постах, что и сделано на 7 въездах в республику. На каждом есть ветеринарная служба. Они проверяют сопроводительные документы и внешний вид животных. От здорового мяса это будет вот синее окрашивание, сейчас вы увидите. Сейчас, видите, синеет она. В торговом центре «Беркут» мясо поступает на прилавки только после обязательной ветеринарно-лабораторной экспертизы. Его проверяют на всевозможные болезни. Мы смотрим, болело это животное или нет, изымаем этого поставщика ветеринарной свидетельности и проводим ветеринарно-санитарную экспертизу. Если покупатель сомневается в мясе, он должен потребовать у реализатора заключение ветеринарное, что это мясо проверено ветеринарным врачом. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы предотвратить ввоз зараженной продукции. Но ветеринары и врачи призывают и жителей быть бдительными. Приобретать говядину и мясо птицы на различных базарах безопасно только в том случае, если на тушке есть клейменный знак. Его делают ветеринары. Луиза Баснукаева, Мансур Саев. Новости. Особый разговор с начальником управления ветеринарии правительства республики Данилбеком Хасиевым. Завтра в эфире нашего канала пройдет очередной выпуск программы. Прямая трансляция начнется в 20:00. Вопросы, касающиеся управления ветеринарии, зрители могут заранее отправить через приложение WhatsApp или на электронную почту. Задать свой вопрос можно и в прямом эфире. Контакты указаны на экране. Население и люди, которые будут мне задавать вопрос, будут понимать, насколько я готов. Но как специалист мне тяжело судить, насколько я готов. Я руковожу управлением ветеринарии меньше 10 месяцев. Я думаю, я справлюсь. На страже закона и здоровья 50 военнослужащих Росгвардии стали донорами. Мобильная станция переливания крови работала на территории линейного ОМОНа. О донорской акции Залина Атаева. Чай, кофе и печенье. Для сотрудников линейного ОМОНа этот день начинается не с построения. Специализированная мобильная станция принимает всех, кто желает помочь нуждающимся в донорской крови. Донор допускается к процедуре только после сдачи необходимых анализов. Для этого в мобильной станции есть специальная лаборатория. Сегодня кровь сдают более 50 сотрудников линейного ОМОНа. Некоторые приехали, несмотря на свой выходной. Сотрудники, даже те, кто находились в отпусках, пришли сегодня в полном составе сдать кровь и помочь нашей медицине, нашим больным людям. И это очень хорошее дело, скажем так, в масштабе не только нашей республики, но и в целом. Много времени на это не нужно. Медсестры все делают быстро и ловко. Эти несколько сотен миллилитров крови от каждого донора, говорят врачи, могут кому-то спасти жизнь. Как врач спасать человеческие жизни для сегодняшних волонтеров – профессия. И неважно, исполняют ли они свой служебный долг или стоят в очереди для сдачи крови. Залина Атаева, Алхазур Керимов. Новости. 13-летний житель Наурского района утром проснулся известным. Видео в интернете, на котором мальчик поет песню о маме, которую сам же и написал, не оставило равнодушными пользователей сети. Уже появились поклонники, которые приглашают его на разные мероприятия. В гостях у юного автора и исполнителя побывала наша съемочная группа. Эти кантры быстро стали популярны в интернете. Мальчик, который душевно поет маме, мало кого оставил равнодушным. Песню Юсуп написал сам, 8 лет. Отец, опытный музыкант, на тот момент не поверил в успех этой затеи. Однако сегодня признается, что ошибался. Вместо интервью исполнил для съемочной группы песню.
В семье Алиевых у всех богатые голоса. В свое время пела и мама, и старшие сестры. Сегодня этот талант раскрывает 13-летний Юсуп. Он учится в 7 классе. Говорит, что иногда из-за выступлений опаздывает по школьной программе. Учителя к этому относятся с пониманием. И дома он старается заниматься усерднее. Мама всегда контролирует учебный процесс. И, несмотря на все бытовые трудности, старается помочь сыну развить талант. بعض يشترون شمياتي عن بنتي اختي شندو يدوت تقيم مادات زي ما قريه قطعه تروي لايات شنايس قشتو اسنو دولي داديو سنتاتو خير برقولي. У Юсупа многочисленные грамоты и дипломы. Он также призер Республиканского фестиваля детского творчества «Созвездие-2016». Будущую профессию выбрал еще в 7-летнем возрасте. Его мечта – большая сцена. اللي أول شو صوت اللي أول حلقيناه اللي الخزق يتصون دش باندر لقى دش باندر ثاني اللي شاله يقصى. Кроме этого, Юсуп не только прекрасный музыкант, он еще и хороший наставник. Это при том, что у самого учителя не было совсем. Он просто и без всяких сложностей делится опытом. Юсуп утверждает, что в этом нет ничего сложного. Однако, взяв в руки инструмент, понимаю, что для стороннего наблюдателя этот процесс довольно трудоемкий. Сейчас я попробую что-нибудь сыграть. Из отдаленного поселка по бездорожью в районный центр. Часто Юсуп после занятий в школе приезжает на репетицию в Дом культуры. В лучшем случае добираться туда час. Сегодня очередная подготовка к предстоящему концерту. Никакие трудности не мешают Юсупу идти к своей цели. Возвращаясь вечером домой, он в первую очередь делится с мамой о своих успехах или неудачах. Залина Атаева, Халид Мовсаев и Тимур Хайдаров. Новости. Чечня встречает новых путешественников. Все больше становится число желающих посмотреть достопримечательности региона. Вот и эти выходные не стали исключением. Около 300 туристов прибыли в Грозный. С гостями столицы пообщался наш корреспондент. Сувениры с национальными мотивами, чеченские триколоры и высокогорный чай. Каждый турист выбирает для себя нечто особенное, частичку Чечни, благодаря которой он будет вспоминать свою увлекательную поездку. Большинство гостей здесь впервые. Они не могут сдержать эмоций. Шикарный город вообще, роскошный, все чисто, ухожено, очень гостеприимный народ здесь живет. Вот я тоже в мечети уже был, такие все какие-то добрые, отзывчивые всегда. Если ездишь, где-то на машине проедешь, всегда остановятся, что-то спросят там, помочь, может быть, еще чего-то. В общем, очень нравится. Вот погостить сюда, приехать, очень даже классно. Всем рекомендую, вообще весело, интересно, хорошая кухня. Ни для кого не секрет, что Чечня становится туристическим центром Кавказа. Сюда приезжают гости со всей страны. Поехав сюда, прямо супер, прямо мы полны восторга. Такой прекрасный город, ухоженный, самое главное. И самое главное, наконец-то мы все-таки мусульманская республика, мы сами мусульмане, да. Вот посчастливилось нам сегодня помолиться вот такой прекрасной мечети, сердце Чечни, прямо в восторге. Спасибо большое. Есть чего пример брать. У нас в Башкирии тоже очень много мечетей, но такого уровня мечети нет и, наверное, не скоро еще будет. В республике всего 16 туристических маршрутов, которые охватывают почти все достопримечательности края. Но наибольшей популярностью пользуются 2 святыни – сердце Чечни и сердце Матери. Мечта была приехать в Грозный, приехать в Аргун, посмотреть эти 2 мечети. И такие впечатления, что аж захватывают эмоциями. Очень даже красивые мечети. Одна лучше другой. Спасибо всем, которым сюда входят, молятся. И чтобы у нас вот эти такие мечети были ради блага всех людей. И, конечно, еще раз хочется вернуться, посмотреть. В последние годы путешественники все чаще включают Чеченскую республику в свой маршрут. Если раньше в зимнее время наблюдался спад, то теперь даже холод уступает популярности региона. Посетить Грозный для туристов – возможность окунуться в самобытную культуру и увидеть своими глазами красоты Чечни. Тинатин Музашвили, Магомед Мударов, Ислам Расуев. Новости. На этом все. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграм.